долгие годы предостережения об опасности американских биологических исследований на просторах бывшего СССР Запад называл пропагандой Кремля. Но это уже в прошлом. Глава национальной разведки США Тулси Габбард недавно заявила, в мире действует более 120 секретных биолабораторий Пентагона. Но что скрывали эти центры? И почему главный черный ящик США на Кавказе вызывает такие большие опасения и в России, и в Абхазии? Это программа «По сути», где мы говорим о важных событиях в стране и мире. Глава национальной разведки США Габбард недавно заявила, администрация бывшего президента США Джозефа Байдена лгала и преследовала тех, кто пытался вскрыть правду. Например, на Украине действовало более 40 таких лабораторий. На Украине есть биологические исследовательские объекты, и на самом деле мы сейчас весьма обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль. Поэтому мы работаем с украинской стороной над тем, как они могут предотвратить попадание любых из этих исследовательских материалов в руки российских сил в случае их приближения. Но для нас в Абхазии самое тревожное о другом. В Грузии действует так называемый исследовательский центр Лугара, который был создан в 2011 году бывшим президентом Грузии Саакашвили и напрямую связан с американскими спецслужбами. Указанный центр создает биологическую опасность не только жителям Грузии, но и соседним странам – Южной Осетии, Абхазии, Азербайджану, Армении, Ирану, Турции и России. На основе анализа поступающих документов стала понятна структура системы, созданной американской администрацией, по управлению биологическими рисками на территории других государств. Она была успешно апробирована на Украине и в Грузии. Одной из приоритетных задач является так называемый биологический шпионаж. Анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов. Центр Лугар Тбилиси до последнего времени функционировал как учреждение здравоохранения. Однако факты говорят об обратном. Закрытие зоны в лаборатории, дипломатический иммунитет, который предоставлялся американским ученым-биологам – все это признаки военного объекта. Необходимо отметить, что в последнее время произошло охлаждение между США и Грузией, и это привело к свертыванию некоторых исследовательских проектов в этих лабораториях, но это не привело к закрытию самой лаборатории. Почему глава национальной разведки США говорит о лжи? Потому что деятельность этих лабораторий была направлена на изучение воздействия вирусов на специфические генотипы населения и местную фауну. По сути, Грузия превратила свою территорию в испытательный полигон для отрабатывания сценариев биологической войны. И это все происходит в непосредственной близости от границ Абхазии и России. Пока Украина заметает следы, исследовательский центр имени Ричарда Лугара продолжает функционировать в Грузии. Для Абхазии угроза со стороны биолаборатории в Грузии – это не теоретическая выгода, а реальная угроза. В случае, не дай бог, утечки или преднамеренной провокации, Абхазия окажется в зоне поражения. Мы не знаем, какие результаты исследования и какие штаммы используются, культивируются в лаборатории. Учитывая, что между Грузией и Абхазией сохраняются сложные конфликтные отношения, развитие биологического потенциала в Грузии – это прямая угроза национальной безопасности Абхазии. Заявление главы национальной разведки США Габбард говорит о том, что против России и против Абхазии ведется гибридная война, где вместо пуль используются вирусы. Учитывая сложную геополитическую обстановку в мире, единственный путь защиты Абхазии – это тесное сотрудничество с Россией по химической, радиационной и биологической защите для сохранения биологического суверенитета. Это была программа «По сути». Анализируем факты, выделяем главное. Увидимся через неделю.